Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Состоялось первое заседание Государственной комиссии по конституционной реформе. В нем принял участие президент Абхазии Аслан Бжания. Комиссия по конституционной реформе была создана указом Аслана Бжания 10 октября 2020 года. Ее возглавляет общественный деятель Нателла Акаба. На первом заседании комиссии обсуждались организационные вопросы. Аслан Бжания выразил убеждение в том, что все члены комиссии отнесутся максимально ответственно к предстоящей работе. Он также отметил, что к работе комиссии будут по мере необходимости привлекаться и другие эксперты. Под председательством Аслана Бжания прошло заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. В нем приняли участие секретарь Совета безопасности, руководитель рабочей группы Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барцис, министр внутренних дел Дмитрий Двар, ВРИО председателя СГБ Роберт Акиут, первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния, заместитель председателя парламентского комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая. Судья Верховного суда Адак Асланзе, декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр. Аслан Бжания отметил, что перед рабочей группой стоит целый ряд задач. И прежде всего это повышение уровня раскрываемости преступлений, наращивание усилий по противодействию борьбы с коррупцией. Глава государства подчеркнул, что улучшение качества работы правоохранительной и судебной систем являются приоритетными направлениями руководства страны. Участники рабочей группы доложили президенту о разрабатываемых мерах вверенных им структур. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган провела рабочую встречу с руководством РУП «Черноморэнерго», энергетиками столицы, а также представителями силовых служб. Обсуждались дополнительные меры по минимизации последствий аварии на подстанции Сухум-1. В частности, речь шла об организации мероприятий, позволяющих снизить нагрузку на подстанции, питающие Сухум, и сэкономить потребляемую электроэнергию, перераспределив ее затем абонентам, физическим лицам, медицинским и другим объектам. Попрошу доложить, что у нас по вчерашним работам, которые проводились на подстанции Сухум, что сделано, потому что, несмотря на то, что фактически какая-то часть работ была завершена, часть города все-таки была без света, постоянно отключалась. Вы скажите, пожалуйста, что на сегодня у нас, как мы будем стабилизировать эту ситуацию и какие результаты? Подали напряжение на Яштуху, Сухумский район. Вот этот участок города Сухум в районе стадиона, который за центральным рынком, да, вот сегодня работы продолжаются, Тимур Иванович, наверное, более подробно расскажет. Ему удалось вот в эти секционные дома, многоэтажки, по другой схеме немножко, вот недавно запитать. Это еще не по той схеме, как он, в принципе, должен подаваться из Сухум-1. Это Тимур Иванович выход нашел с учетом того, что люди 3 дня сидят без света. Вчера мы сидели долго и хотели спланировать график отключений, чтобы людям было понятно, да, когда не будет света, но в такой ситуации, да, мы посмотрели по нагрузкам, во всем другим моментам, да, получилось бы у нас так, что помимо этого графика не то что риск, а наверняка пришлось бы из-за увеличения нагрузок и вне графика отключать людей. Поэтому посмотрим, как ситуация будет эти дни развиваться, но на сегодняшний день мы отключаем там, где нагрузки резко увеличиваются. Резкое увеличение нагрузок – это многие факторы. Да? Один из них, наверное, то, что люди 3 дня сидели без света, и сейчас стараются там обогреться и так далее. Это естественные нагрузки. Те федера, даже которые мы сегодня успели восстановить и сделали, мы идем отключение, подаем электроэнергию по графику. Значит, по ситуации, если идет перегруз, мы начинаем отключать там по очередности какие-то федера, и люди обратно оказываются без напряжения. Естественно, это недовольство, естественно, это обращение. Вот. Но вчера вот мы восстановили фидер, который снабжает электроэнергией район Колоса, многоэтажки, и верхнюю часть за Колосом, в эту гору. Буквально поработав немного, у нас кабель просто вышел из строя. И обратно люди вынуждены были сидеть без напряжения, хотя у них практически 3 суток не было света. Вот, с утра, естественно, сейчас организована бригада. Я думаю, после обеда мы эту проблему решим. Вот. Что касается тех многоэтажек, о которых мы говорили, обратно же пришлось ограничить какую-то часть, чтобы запитать этих людей, дать им напряжение. Значит, по фидеру, который снабжает этот данный район, о котором я говорю,
нами работы проведены, остались регулировочные моменты. Там сам выключатель на Сухуми-1 надо отрегулировать. С утра мы уже провели испытание кабельной линии. Я думаю, тоже в скором времени мы подадим туда электроэнергию. Но график в любом случае остается. Более того, как сказал Михаил Валерьевич, в силу того, что перегружаться начали трансформаторы и на Сухуми-2, и там пришлось частично вводить ограничения, чтобы не повторилась ситуация, как на Сухуми-1. Но ситуация на сегодняшний день довольно-таки сложная. Сложно, и пока вопрос с трансформатором не будет решен, мы не ведем его в работу, ситуация будет оставаться такой. Скажите, пожалуйста, у СОЭС, у Черноморэнерго есть техническая возможность разграничить потребителей по категориям для того, чтобы максимально подать свет людям? Приоритетом для государства в первую очередь люди должны иметь возможность пользоваться электроэнергией. Это обычная норма, и мы не должны это переводить в плоскость того, что это большое достижение. Это норма, которая должна быть. И у людей должна быть электроэнергия круглосуточно. Такая задача у нас с вами есть. Если мы не сможем с ней справиться, это наша вина. А у нас есть возможность этот вопрос решить. Поэтому просьба очень предметно отнестись к этому вопросу. Другой задачи сейчас нет. Не должно быть никаких звонков, и таких звонков к вам не поступает относительно того, что кого-то можно отключать, кого-то нет. Руководство республики, я абсолютно уверена в том, что никаких приоритетов для себя не делает в этом вопросе. Есть установка, и установка однозначная. Отключать всех без исключения. Кто бы где ни работал и какими преимуществами не обладал бы, и имеет ли не имеет административный ресурс, здесь не имеет абсолютно никакого значения. Вчера был рейд, вчера там отключили ребята с энергосбыта по 20, по 30, по 40 штук. Действительно ключевой момент, что когда мы стали закрывать крупных, все разошлось по домам. Да, есть моменты, которыми не владеют правоохранительные службы, и мы будем, безусловно, Саид Тенгизович, мы отработаем этот механизм, Даурий Асоевич, в постоянном режиме будем делиться. Но есть моменты, которые вне нашей компетенции. Мы не можем зайти в жилое здание, мы не можем зайти еще куда-то. Но при каждом вашем рейде, при всех наших сложностях, мы обеспечим вас специалистом, который умеет работать на проводах. Аналогично городу Сухум мероприятия должны проводиться по всей республике, по всем регионам. Сейчас все силы брошены на город Сухум, но это абсолютно не означает, что остальные регионы остаются без внимания. Знаю тяжелый период, и он будет продолжаться, наверное, не одну, не две недели. Зима будет тяжелая, поэтому надо, соответственно, работать на опережение. Просьба дать соответствующее поручение всем районным филиалам, оценить обстановку и дать рекомендации по выработке мер предупреждающего характера. До конца недели ждем от вас информацию, что все эти мероприятия были проведены и даны соответствующие заключения. Давайте вырабатывать конкретные меры воздействия по, неплательщикам. Эта работа должна проводиться при любых обстоятельствах. И динамика, она хоть и есть, но она совершенно небольшая и низкая по сравнению с предыдущими годами. Ну, задача на самом деле стоит очень жестко, особенно по физическим лицам. Она объясняется многими факторами. Один из главных факторов – это просто необеспеченность приборами учета жителей и наших абонентов. При обеспечении приборами учета наших абонентов появится возможность, во-первых, снизить нагрузки, во-вторых, увеличить сборы в разы. В этом направлении мы движемся. Я думаю, что какие-то изменения будут, и мы сможем изменить в корне эту проблему. Есть ли какая-то у вас, на мой взгляд, позиция относительно того, как обеспечить приборами учета такую категорию потребителей? Потому что большинство юридических лиц, согласно вашей статистике, имеют приборы учета, но индивидуальных предпринимателей, которые занимаются хозяйственной деятельностью, в том числе и в туристической сфере, и в другой, которые занимаются производством в том числе, необходимо проводить такую работу. Определите, какие должны быть условия для разрешения данной ситуации, но приборы учета у такой категории потребителей должна быть в обязательном порядке. Сейчас, в данный момент, все упирается, к сожалению, в финансовое состояние нашей организации, но это основная задача, как мы ее понимаем, и в этом направлении будем работать и работаем.
До 1 июня 2021 года в Абхазии запрещается деятельность по добыче криптовалюты и завоз специального оборудования. Соответствующее постановление принято Кабинетом министров Абхазии в целях эффективного и рационального использования электроэнергии. Контроль над соблюдением ограничений возложен на Министерство экономики и внутренних дел, Службу государственной безопасности, РУП «Черноморэнерго» и Государственный таможенный комитет Абхазии. Постановлением правительства Республики Абхазия сроком до 1 июня 2021 года введен запрет на деятельность, связанную с добычей криптовалют, а также запрет на ввоз оборудования, связанного с деятельностью по добыче криптовалют. Данное решение обусловлено тем, что в настоящее время существует дефицит электроэнергии, и в ожидании перетока на покрытие электроэнергии Кабинет министров вводит соответствующие ограничения. Данная норма предусматривалась ранее принятыми решениями правительства о мерах по регулированию добычи криптовалют, которым предусматривалось, что в случае образования дефицита электроэнергии и возможного перетока Кабинет министров будет вводить соответствующие ограничения. Кроме того, следует обратить внимание, что соответствующие рекомендации также были даны решением Народного собрания парламента Республики Абхазия, принятым в ноябре текущего года. Учитывая все эти факторы, Кабинет министров принял соответствующее решение о запрете данного вида деятельности сроком до 1 июня 2021 года. Для разъяснения ситуации, связанной с запретом на ввоз оборудования, хочу отметить следующее, что ранее принятым решением предусматривалось, что запрет действует сроком 60 дней. Соответственно, срок данных ограничений истекает 21 декабря текущего года, и в целях недопущения ввоза данного оборудования на территорию Республики Абхазия Кабинет министров с сегодняшним решением правительства ввел запрет на ввоз оборудования с 20 декабря текущего года по 1 июня 2021 года. Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают выявлять незаконно функционирующие объекты по добыче криптовалют. 8 декабря профилактические рейдовые мероприятия были проведены в Гудаутском, Сухумском, Гулрипшском и Очимчирском районах. От сети были отключены 4 майнинговые фермы. В рейде специалистов сопровождала наша съемочная группа. Все подробности в нашей программе 9 декабря. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации инвестиционной программы на 2020-2022 годы и переходящих объектов из программы 2017-2019 годов. Озган особо подчеркнула, что стоит задача завершить все в срок и по объему выполненных работ, и по объему финансирования, чтобы не было переходящих объектов. Она отметила, что существует проблема с качеством документации, которая готовится подрядчиками и направляется в управление капитального строительства. Подрядчики отчитались о ходе ремонтных работ. Вице-премьер предостерегла тех, кто не завершил объекты и рискует сорвать сроки, о том, что в дальнейшем сотрудничество с ними будет прекращено. Все озвученные в ходе совещания проблемные вопросы были взяты Кристиной Озган под личный контроль. Ушел из жизни экс-глава администрации Гагарского района Заур Бганба. Заур Рамшухович, выпускник факультета гражданского и промышленного строительства Краснодарского всесоюзного заочного политехнического института. В разные годы занимал должность первого заместителя главы администрации Гагарского района, директора Бзыбского деревообрабатывающего комбината, возглавлял Гагарский лесхоз. С 2016 по 2018 годы глава администрации Гагарского района, участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. На 77-м году жизни скончался Лев Спиридонович Гурджуа, выпускник Грузинского института субтропического хозяйства. Всю свою жизнь он посвятил профессии агронома. В качестве младшего научного сотрудника занимался проблемой орехоплодных культур во Всесоюзном научно-исследовательском институте растениеводства. Был соискателем на степень кандидата сельскохозяйственных наук, кавалер ордена Ахизапша III степени. Последние годы работал одним из главных специалистов компании «Вина и воды Абхазии».
7 декабря Галским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего флаг Абхазии. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Напомним, инцидент произошел 30 сентября во время проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 27-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Также в ходе обыска, произведенного по месту жительства Бебуа, была найдена незаконно приобретенная и хранимая ручная осколочная граната РГ-42. Приговор Галского районного суда вступает в силу по истечении 15 дней в случае его необжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Раскрыто особо тяжкое преступление – разбой. 29 ноября 6 лиц в масках, вооруженные автоматическим оружием, ворвались на территорию гостиничного комплекса в Гулрыбском районе. Взяв в заложники охранников, парк отеля похитили из номеров телевизионную технику и постельные покрывала. Все подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Особо тяжкое преступление – разбой оперативно раскрыто сотрудниками Министерства внутренних дел. Сообщение о нападении на гостиничный комплекс в селе Мачара поступило в дежурную часть отдела внутренних дел Гулрыбского района вечером 29 ноября. Выездом на место происшествия оперативной группой установлено, что 6 лиц в масках, вооруженные автоматическим оружием, ворвались на территорию парк-отеля и под угрозой применения насилия в отношении охранников данного объекта удерживали последних в одном из служебных помещений. После чего злоумышленники проникли на ресепшн, завладели ключами от гостевых номеров, откуда похитили телевизионную технику и постельные покрывала. Из комнаты, где проживал один из охранников гостиничного комплекса, были похищены денежные средства, автозапчасти, а также женская одежда и принадлежности. Неотлагательно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска установлен круг лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Похищено и изъято в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудниками управления уголовного розыска Министерства внутренних дел совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел Гулрыбского района задержаны 6 граждан. В интересах следствия данные фигурантов пока не разглашаются. Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Вышла в свет книга для чтения по истории Абхазии Мирры Хоталашвили и Налыпа. В издании представлено краткое описание истории Абхазии с древнейших времен до упразднения Абхазского княжества в 1864 году. Книга рассчитана на учеников старших классов, студентов, преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся историей Абхазии. Презентация издания прошла в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскер. Репортаж Гугуцы Вардания. Пейзажи Абхазии единственные в своем роде. Море, равнины и высокие горы со снежными вершинами, порфир и гранит, гранатовые и фиговые деревья, вместе с тем рябина и береза. Так писал об Абхазии известный швейцарский ученый и путешественник XIX века Фредерик де Буа. Именно с его слов о нашей родине начинается повествование фактов и событий из истории Абхазии в книге заслуженного деятеля культуры Мирры Хоталашвили и Налыпа. Книга для чтения по истории Абхазии – это краткое описание природы и истории нашей страны с древнейших времен до упразднения Абхазского княжества в 1864 году. На презентацию издания, которая проходила в стенах Национальной библиотеки, пришли коллеги и друзья автора. Предисловие Мира Константиновна, вот как вы, ее коллеги, заметили, она говорит о том, что она будет интересна юному читателю, но на самом деле она интересна и ученому, и просто человеку, который интересуется историей, интересуется какими-то связями историческими, давними, культурой, наследием. И вы знаете, я вот просто за тот период работы мы несколько раз, и не несколько раз, мы часто беспокоили Миру Константиновну. Это был период, когда мы готовили «Старый Сухум», вот книгу Тая Георгиевна здесь помнит, и когда готовили юбилейный альбом к 100-летию музея. И мы всегда обращались к Мире Константиновне за таким экспертным мнением. И
Когда мы уже принесли, вот я помню этот альбом, с какой любовью она перелистывала, и она могла про любой из этих экземпляров очень долго рассказывать и говорить. Вы знаете, что история Абхазии очень много темных пятен. Бедная Абхазия страдает в этом отношении, много врагов. Но что делать? Приходится жить и как-то быть. И поэтому цель моя была привлечь молодежь к этому труду, чтобы они, может быть, больше заинтересовались историей Абхазии, и кое-кто из них начнет работать в этом направлении и внесет свой вклад в абхазоведение. Издание рассчитано на учащихся старших классов средних учебных заведений, студентов и преподавателей истории Абхазии, а также широкого круга читателей, интересующихся историей Абхазии. Книга написана на легком и доступном языке и прекрасно иллюстрирована. История ее создания берет начало с конца 1983 года, когда редакторы знаменитого детского абхазского журнала «Амцепс» Алексей Гого и Геннадий Аламия предложили написать Мире Хаталашвили серию рассказов по истории Абхазии для детей. Они же и были первыми переводчиками текста с русского на абхазский. Затем переводом занимался уже новый главный редактор Сарьон Таркил. Эти рассказы публиковались в журнале в течение многих лет, с февраля 1983 года вплоть до грузино-абхазской войны. Все годы, 80-е и начало 90-х, посвятила вот этому делу. Я писала эти рассказы, стараясь их сделать более простыми и легкими для усвоения детьми. Но мне, например, наш президент Владислав Григорьевич Шарзин предлагал переделать эти рассказы на учебник, но я категорически отказалась, потому что мне хотелось быть вольной и писать так, как я хочу, как я вижу, что я вижу, и как мне хочется это выразить на бумаге. И он согласился потом со мной. Хотя меня уговаривали очень многие, особенно Бочадин, такой был искусствовед у нас. Но я отказалась. Многие страницы книги – это экскурсия в страны, история которых связана с историей Абхазии. Книга уже издавалась в 2010 году на абхазском языке. Начало было положено кандидатом филологических наук Ардой Ашуба. Мира Хоталашвили и Налыпха провела большую работу по детальному изучению и дополнению отдельных положений истории Абхазии. Книга, безусловно, является очень полезной. Она, можно сказать, многоплановая, поскольку она не ограничивается только историей Абхазии. Она, значит, развертывает историю тех стран, с которыми Абхазия соприкасалась. В этом я вижу только плюс, минуса здесь нет. Что касается абхазского, значит, варианта этой книги, я, значит, был редактором этой книги тоже. Ее переводили на абхазский язык 3 человека. Это Алексей Ночевич Лукуа, Гена Аламия и Сарьон Таркил. Но не буду я скрывать, что самый удачный перевод был это Гугу. Книга издана при поддержке Министерства культуры Абхазии к 90-летию автора. Ее планируют распределить по всем школьным библиотекам республики. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба отметили наградой «Надежда сцены» на международном театральном фестивале «Южная сцена-100» в Нальчике, который проходил в столице Кабардино-Балкарии с 3 по 7 декабря. Абхазский драмтеатр выступил с комедийным спектаклем «Цилиндр» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль поставил молодой режиссер, выпускник театрального института имени Бориса Щукина, стажер Вахтанговского театра Бинар Кови. 8 декабря – Всемирный день художника, а в более возвышенном творческом смысле слова – человека, делающего мир прекраснее. Это хороший повод вспомнить творцов истории. Наш следующий репортаж об одном из таких людей – художнике Тимуре Свижба. Образ сухумчанки, так сказать, если можно выразиться. Вот, и вот сейчас пробую я найти этот образ, сделать такое настроение
чтобы было солнечно, приятно, тепло. В незаменимой части Сухума, а именно на набережной столицы, можно наблюдать такую картину практически каждый день. Тимур Цвишба – один из живописцев, который облюбовал это местечко для работы. Изо дня в день он знакомит гостей и жителей города со своим творчеством. Здесь можно не только любоваться произведением искусства, но и поговорить с художниками, вместе с ними рассмотреть работу, обсудить понравившуюся картину и, конечно же, приобрести ее. Мы уже привыкли к этому месту. Нам не так, как быстро продать, а как восхитить этих людей, которые приходят и наслаждаются, особенно вечером. Они просто как в открытый музей под небом проходят, смотрят, наслаждаются, и уже приятно, когда вот что-то ты приносишь людям, какую-то радость. Здесь вот сидишь, беседуешь или что-то прекрасное увидел там сразу. У меня с собой всегда блокнот тоже. Я могу сразу зафиксировать это карандашом на блокноте. Или же сфотографировать, если вот момент такой хороший. Обычно, когда вот явление такое природное, как закаты. Они же у нас каждый день разные. И вот это вот тоже могу зафиксировать на телефон. А потом дома уже через, так сказать, проект могу рисовать тот или иной пейзаж. И, естественно, с добавлением своего такого фантазии, своей фантазии. Тимур Цвишба – один из тех людей, которые не просто отражают в своих произведениях окружающую красоту, но и вкладывает в нее свои ощущения, мысли, тем самым преломляя действительность. Благодаря этому люди воспринимают привычные вещи совершенно иными глазами и глубже постигают внутреннюю суть явлений, говорит художник. Художник впечатлительный, который реагирует на все, хорошее или плохое. Это философ. Он должен все чувствовать, все видеть. Это тот же философ, тот же химик, тот же анатом. Должен в своей картине найти тот кульминационный момент, вот именно на полотне, создать именно тот момент, всю историю даже внести, одним каким-то сюжетом. Или же даже бывают же там портреты, они должны быть живыми. Он тоже должен это чувствовать, внутренний характер этого человека. Любовь к рисованию у Тимура с самого детства. Однако он не сразу понял, что быть художником – это призвание. Научиться рисовать, постигнуть законы композиции и пластики, освоить технику смешивания красок, изучить правила нанесения цветовой палитры может научиться каждый. Но главным условием создания картин, перед которыми в восхищении застынут тысячи людей разных поколений – это все-таки талант, добавил Тимур. С детства, естественно, я рисовал, любил рисовать. Я прямо не расставался с карандашом. На уроках даже сидел, вот, просто хотел рисовать. И ручкой рисовал. Все. А позже, конечно, я уже понял, что это мое, что вот именно люблю красивое, что-то такое приятное. И потом Сухумское училище закончил, пошел в армию, с армии пришел. Долгое время я вообще не рисовал, ничего не делал, но потом все-таки как-то вспомнил, что это мое. И вот в последние вот эти вот годы я стал интенсивно работать, если можно так выразиться, над собой. Как отмечает художник, сегодня самое главное не искать в картинах сюжетную линию, а суметь увидеть фантазию, которую рисует воображение. А у разных людей складываются разные образы. Так одна и та же картина может вызывать различные чувства. Ну, здесь как бы символизм. Здесь символика, примитив. Здесь нету там такого, знаете, как реалистического такого подхода. Здесь просто символика, наше застолье, гостеприимство. Вот сидят, песенку поют там. Естественно, здесь наша национальная там и перец. Ну, вот что-то символика связана с нашим гостеприимством. Есть прекраснейшие картины, которые нас окружают и которыми мы можем восхищаться и любоваться. Великолепный закат, звездное небо, цветы, национальный колорит – все это свидетельство мастерства, воображения и величия художника. Вдохновляет меня, что все связано с красотой, с красками. Меня вдохновляет и даже словесное искусство. Меня вдохновляет и музыка. Мне фактически все. Вот это вот, мне кажется, и внутреннее мое состояние.
все это выразить на полотне. Я люблю на свободную тему, то есть композицию свою придумывать. Если даже я на пленэр выйду, то я всегда все равно свое придумываю, что именно, если я увижу эту красоту, я добавляю еще сверху. Я бы не рисовал бы грусть, хотя искусство, оно необъятное, оно должно выражать все. И радость, и грусть. Но мне вот, не знаю, даже и не пробовал, кажется. Ну, не тянет и все. Знакомство с искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. Все мы когда-то пробовали свои силы, взяв впервые в руки карандаш и кисти. День художника – это не только день профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Вот почему сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 9 декабря состоится очередное заседание сессии парламента. Депутаты планируют рассмотреть 13 вопросов повестки дня, среди которых проекты законов о республиканском бюджете на 2021 год и об оружии. Кроме того, народные избранники планируют внести изменения в закон о статусе военнослужащих и в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на прибыль. В республике в самом разгаре сбор мандаринов, урожай и качество которых в этом году радует. Единственная страна, куда Абхазия экспортирует цитрусовые – Россия. Однако предприниматели, занимающиеся перевозкой данной продукции, столкнулись с проблемой ее вывоза. На государственной абхазо-российской границе скапливается большое количество грузовых машин, которые сутками ожидают своей очереди, чтобы пересечь границу. Этой теме посвящен прямой эфир, который начнется сразу после новостей. Гости нашей студии – вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, председатель ГТК Гурам Инапшпа, начальник погранслужбы СГБ Абхазии Рустам Латипов и член общественной палаты предприниматель Абиссалом Кварча. В Сухуме стартовал международный турнир по футболу «Лига братских народов». В соревнованиях, которые будут проходить до 12 декабря, примут участие 5 команд. 3 команды из Абхазии, сборная 7-й военной базы и команда из Луганской Народной Республики. Турнир «Лига братских народов» проходит в Абхазии впервые. Организатор мероприятия – Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Первая игра турнира состоялась между командами «Рица-2» из Гудаута и «Восток-Уголь» из Луганска. Победу со счетом 3-1 одержала команда из Луганска. Финал турнира «Лига братских народов» состоится в субботу, 12 декабря. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода ночью и до второй половины дня, преимущественно без осадков. Ближе к вечеру ожидается дождь. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.